44-летнего Имрана Алиева, отца 8 детей, известного и как Мансур Старый, обнаружили во французском отеле с резанными ранами в области шеи и груди 30 января. Номер отеля был снят на 2 мужчин с 29 на 30 января. Второй человек, гражданин России, исчез, а тело было обнаружено через 2 суток. Главным подозреваемым является 34-летний Усман Мамадиев, прибывший в Европу первый раз и гостивший в семье убитого около 10 дней. Что известно по поводу убийства на этот момент? Как рассказали члены семьи убитого, адвокату и руководителю немецкого отделения Международной ассоциации «Мир и права человека» Аслану Арцуеву, неизвестный мужчина, который и стал главным подозреваемым, приехал из Чечни в гости к Алиеву в Бельгию. Обнаружен был в гостинице города Лиль, французского города, который находится на границе с Бельгией. Сам Имран Алиев проживал и имел политический статус в Бельгии. Около 4 лет назад получил этот статус. Полиция ведет расследование. Кто конкретно, я, конечно, знать не могу, это как тайна следствия. Но то, что известно, Имран Алиев познакомился с человеком, который был его подписчиком на YouTube, представился его как сторонником, единомышленником, что человек болен раком желудка, и собирается на лечение приехать в Европу. Приехал в Европу, он общался с Минкейлом Мализаевым, как я понял из разговора Минкейла Мализаева. Он сделал визу по медицинским показаниям, что у него очень тяжелая форма рака. Прилетел в Европу, в Испанию, из Испании в Берлин. С Берлина он добрался до Бельгии, до Имрана Алиева, Мансура Старого. У него проживало около недели. Все это время, начиная с получения визы, здесь в Германии тоже люди, которыми вместе этот предполагаемый убийца, вместе в самолете, по-моему, оказались. И вот есть чеченцы, которые показывали, куда, как пройти, объясняли ему. И всех он просил о помощи, всем он рассказывал слезную историю, что у него рак желудка, и он едет на лечение. Добрался до Имрана Алиева. Как киллер вышел на Имрана Алиева? Почему Усман Мамадиев обратился именно к Имрану Алиеву? Он имел какое-то отношение к медицинским учреждениям или к фонду, который помогает тяжело больным в Чеченской Республике? Оказалось, ни то, ни другое. Арцуев продолжает. Имран Алиев не имеет никакого отношения к никаким медицинским учреждениям, но Имран Алиев был блогером, как мы все знаем, был критиком путинской и его путинской властью на Кавказе, в том числе во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Кадырова он критиковал. Но потом он перестал его критиковать, даже сделал присягу Кадырову и сказал, что 2 своих старших сыновей готов отправить в эту коллаборантскую армию, установленную путинским режимом в Чечне. Я не знаю как, но, по всей видимости, давление было. Давление оказывалось, угрозы поступали, как и всем, кто критикует. Это ни для кого не секрет. Ранее, в 2018 году, ко мне вышел на связь человек, который рассказал, ему поручили, его склоняют к тому, чтобы он заткнул Минкейлу Мализаеву и Имрану Алиеву. Также речь шла об Абдурахманове. Речь об Абдурахманове была уточнена, что о нем отдельно достаточно получить его адрес для того, чтобы его припугнуть. А этих 2 нужно было, как он понял с его разговоров, ликвидировать, заткнуть рот навсегда. Есть ли параллели между убийством Зелимхана Хангашвили в Берлине и убийством Имрана Алиева во Франции? Руководитель норвежского Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев рассказал, что оба убийства имеют политическую подоплеку, и продолжил. Я вижу продолжение убийства Хангашвили именно в Имране Алиеве. Это для меня очень очевидно, поскольку явный провал в деле убийства Хангашвили. Из-за этого явного провала, я полагаю, что российским спецслужбам нужно было сделать такой криминальный фокус, где они могли бы показать, что все то, что происходит между чеченцами, это имеет сугубо такие внутренние их разборки. Это также было озвучено на встрече нормандской четверки из уст Владимира Путина, который заявил, что он не знает и не ведает, что происходит и каким образом был убит Хангашвили, поскольку это криминальный мир, и он не ведает особо, что там внутри происходит. Но тем не менее он заявил, что этот человек, откуда узнал, что этот человек, по его словам, кровавый и очень одиозный. И я считаю, что вот эта последняя фраза, она, в принципе, предрешила судьбу Имрана Алиева.
Адвокат Аслан Арцуев добавил, что российскому руководству крайне необходимо отвести внимание от большого прокола в деле убийства Зелимхана Хангашвили летом прошлого года в Берлине и преподнести планирующееся убийство в Европе как межчеченские разборки. Я бы сказал, что Россия просто убивает чеченцев по национальному признаку и все. Там параллели, они, конечно, имеются, также и есть и абсолютные расхождения в этих убийствах. Например, Зелимхана Хангашвили убили люди, принадлежащие ГРУ, к военной разведке. А человек, который убил Имрана Алиева, по моим предположениям, является агентом или человеком, засланным совершить это преступление от ФСБ. И цель одна – террор, запугать. Называемый председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов приносит человека отцу, бросает его перед отцом и говорит: я убил эту собаку и убью остальных, если ты их не успокоишься. Поэтому сейчас чеченские адаты с этими людьми не работают, потому что это оккупационная власть и сотрудничающие с ними, с оккупантами, предатели. И тот человек, который приехал и совершил подозреваемое в убийстве Имрана Алиева, это из такой же когорты человек. Поэтому для них наши законы не писаны. Да, конечно, кровная месть, так называемая кровная месть, да, она будет объявлена, и человек рано или поздно, конечно, понесет заслуженное наказание. Но на сегодняшний день никто не посмеет ничего этому человеку сказать и сделать. Мы же знаем, в какой ситуации мы сегодня живем. Ты говоришь, и так Кадыров находится под критикой. Говорит. Это мы считаем, что он под критикой находится. Или не особо посвященные в это люди считают, что он под критикой. А этот человек реально массовый убийца. Это преступник. И этот массовый убийца прекрасно знает, что он убивает людей. Его задача Путина, его Путин взрастил именно, чтобы он убивал людей. И Демирханов, и Даудов, и Кадыров. Это все люди, которые убивают людей. Их функция убивать людей. Их существование, чтобы убивать людей для Путина, для кучки этой, которая управляет сейчас Россией. Путину он еще нужен, значит. И раз о Путине не говорят, а говорят о Кадырове, дикарь какой-то там, чечен какой-то там, убивает он там своих соплеменников, как о нас говорят эти фашисты. Кадыров и так уже столько убил людей, что они не боятся ничего. Конечно же, Кадыров и его люди никогда не посмеют прислать сюда человека без ведома главных этих своих. Они ему дают добро. А добро было дано, наверное, в моем понимании, только чтобы отвести стрелки от того, что Россия прокололась в убийстве Зелимхана Хангашвили. Им нужно было показать, что это чечены убивают чеченов, какие-то там свои горские дикие разборки. На это свести. В действиях предполагаемого убийцы Усмана Мамадиева совершенно отсутствует логика. Густо наследить и посметь вернуться в республику он должен быть очень смелым или очень глупым. Каждому встречному и поперечному Мамадиев, по словам очевидцев, рассказывал, что он специально направлен в Европу убить 3 человек, и за это ему обещано 3 миллиона. В какой валюте была обещана награда, из-за одного или всех вместе осталось неизвестным. Организаторы убийства неудачно выбрали человека, или в этом кроется что-то еще? Я, скорее всего, думаю, что человек очень глупый, в первую очередь. И, во-вторых, логика прослеживается, если мы будем наблюдать за тем, как проходили другие убийства. Например, убийство Умара Исраилова в Вене или же убийство Зелимхана Хангашвили. Когда убили Умара Исраилова, киллер в тот же день чудом просто успел вернуться в Россию. Убийца Хангашвили был задержан, не успел убежать. И первая задача для исполнителя данного преступления – это скрыться с места преступления, то есть успеть скрыться в России. Им не важно, станет ли известно его имя и так далее. Но ему нужно проникнуть, убить и вернуться. Что с убийством Умара Исраилова, данные киллера стали известны, были люди задержаны, арестованы и осуждены на длительные сроки. С Зелимханом Хангашвили произошло то же самое. Были задержаны люди, непосредственно исполнители, пособники были задержаны. Достоянием общественности или следствия стали данные исполнителя. Поэтому скрывать исполнителю свои данные, в принципе, уже не имеет смысла, как они поняли, что с местными правоохранительными органами они практически не могут тягаться.
Потому что рано или поздно становится известно. Даже убийство Литвиненко стало тоже полностью все известно. И сейчас убийца Луговой сидит в Государственной Думе в качестве депутата, имея неприкосновенность. Я так понимаю, это моя версия, мое мнение. Я считаю, что просто был отправлен не очень умный человек, который является их сотрудником, который обучается там в разных там спецназах, еще чем-то. Ему сказали, вот мы тебе делаем бумаги медицинские, что ты болен. Ты вот пообщайся в Ютубе с ним. Он писал комментарии. Кстати говоря, есть один комментарий, в котором за несколько дней, по-моему, до убийства Имрана Алиева, у меня есть скриншот, и я пришлю его. Он там под видео Имрана Алиева, он пишет: надо тебя убить ножом в горло. Прямо так пишет. Это до убийства. Кто-то пишет. Ну и такое совпадение, через несколько дней убивают ножом в горло Имрана Алиева. Руководитель норвежского центра Human Rights Analysis Ахмед Гисаев предлагает дождаться итогов официального расследования. Нам неведомо пока, что думает этот человек, да, во-первых. Во-вторых, мы даже не уверены, думает ли он вообще, он жив или не жив. Это тоже мы не знаем. Утверждать, что этот человек, именно вот этот подозреваемый, имеет отношение к самому убийству, мы не можем это утверждать. Выводы будет все-таки делать полиция, да, которая проведет на основании улик, каких-то доказательств, свидетельских показаний. Во-вторых, так могут делать только те люди, которые заинтересованы в каком-то векторе, который необходим кому-то и для чего-то. У Кадырова никаких полномочий с точки зрения Российской Федерации проводить подобные акции нет. Есть конкретные примеры, где они такие вещи делали. Ну, например, в Катаре, да, Зелимхан Индарбиев, например, вспомнил, да, ну, Литвиненко, да. В Турции были убийства более 15 чеченцев, Умар Исраилов и так далее. Много таких прецедентов, да, где есть явный след ФСБ, ГРУ и так далее. Минкаил Мализаев не поехал на встречу с Мамадеевым, несмотря на настойчивые попытки Мамадеева. После убийства Алиева по выложенным в соцсети Мализаевым аудиозаписям видно, что Мамадеев сильно его провоцировал и в надежности своего новоиспеченного знакомого убеждал Мализаева и Имран Алиев. Резкий критик Кремля и его ставленников в Чеченской Республике Мализаев обжегся и потому стал чрезвычайно осторожным и даже переехал в другую страну, говорит адвокат Арцуев, в прошлом представлявший интересы Мализаева в Германии. Мализаева спасло то, что в позапрошлом году, вы об этом писали, Минкаилу Мализаеву уже приходили домой и пытались заткнуть ему рот. Его избили два якобы журналиста, прикидывающихся журналиста, два человека, проживающих в Берлине, и они очень убедительно ему доказывали, что они враги Путина, враги Кадырова и так далее. И Минкаилов запустил к себе в дом, получил по шее как следует и попал в больницу. И поэтому у Минкаила был уже опыт. Минкаил ему не доверял. Уже раз обжегшись, Минкаил во второй раз не попался на эту уловку. А Имран Алиев был очень наивным, очень простым парнем. Какая выгода Рамзану Кадырову посылать убийцу к заведомо больному человеку, который находится на психиатрическом учете и принимает сильные лекарства, после которых, как утверждают близкие Имрана Алиева, его вообще заносило? Ахмед Гисаев склонен считать. Имран Алиев не представлял никакой опасности. Кроме того, в последнее время сам Имран Алиев заверил самого Кадырова в своей верности, сказал кучу приятных вещей, поэтому конфликт между Кадыровым и Имраном Алиевым исключен. Но вот если мы рассмотрим Имрана Алиева с другой точки, то есть с другого угла, его убийство могло быть очень резонансным, поскольку все-таки не надо забывать, что он вел свой блог, и какие-то трения там все-таки бывали, да? Но убив Имрана Алиева, получится очень большой такой резонанс, и тогда российские спецслужбы смогут сделать такой хороший, большой фокус на чеченцах, на их внутренних кровавых таких разборках, чего на самом деле нет. Аслан Арцуев добавил. Ни по шариату, ни по международному праву, даже за убийство человек психически нездоровый не несет уголовную ответственность при психиатрическом лечении, но никак не уголовную ответственность. Тем более в чеченских законах психически здоровый человек не подлежит убийству. Какую цель преследует убийство чеченцев в Европе? Ахмед Гисаев считает, что российскому руководству и Рамзану Кадырову не дают покоя политически активные чеченцы.
Цель элементарная. Это запугивание, это снизить политическую активность, поскольку, кто такие чеченцы в Европе? Чеченцы в Европе — это прежде всего политические беженцы, которых преследовали российские власти. Всем этим чеченцам угрожает опасность. И эта опасность исходит от российских властей, от Кремля, от Лубянки, от их спецслужб. Я могу сказать следующее, что в любом случае полную ответственность за какие-либо акции, будь то внутри России или же за ее пределами, так или иначе несет высшая политическая власть. Максимальная концентрация точки зрения на каких-то региональных властях, это российскую власть однозначно не спасет. Однозначно, если думают, что говоря или делая фокус на каких-то региональных марионеточных властях, что они спасутся или уйдут от ответственности, то это не соответствует действительности. Манера исполнения убийства Зелимхана Хангашвили и Имрана Алиева диаметрально противоположна. Убийца Хангашвили имел заграничный паспорт, выданный официальным российским органам. Визу во Францию он получил, несмотря на совершенно новый паспорт и отсутствие истории поездок в европейские страны. Выяснилось в ходе расследования, что место работы и указанный адрес были фальшивыми. Убийца имел сообщников, как минимум, в Германии. Он был проинформирован о маршруте жертвы, ему были приготовлены велосипед в парке, парик, оружие и все остальное необходимое для эффективного исполнения убийства. Убийца успел бросить парик, оружие и велосипед в реку, но не успел скрыться на подготовленном скутере. В деле убийства же Имрана Алиева фигурирует явный дилетант, никогда прежде не бывавший в Европе и всем рассказывающий, что приехал убивать, но который исчезает после насильственной смерти блогера. Жив ли он, объявился ли в Чеченской Республике, неизвестно. Как непонятно и то, кому теперь придется отвечать за столь вызывающее непрофессиональное убийство. Амина Умарова, Эхо Кавказа.